Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 22 ноября 2020 года, воскресенье. Посмотрим денек. Карта сердца выпадает нам. Что будет помогать? Крест. Что будет мешать? Ребенок. Действительно, ситуация в этот день такая, когда нам хочется любви, когда нам хочется заботы, внимания, понимания, разговоров по душам, когда нам хочется, чтобы люди угадывали наши желания, да, а может быть и самим хочется позаботиться о ком-то. В общем, карта, которая говорит о том, что мы можем сегодня весь день посвятить чувствам, любимым людям, близким людям, заботе. И, конечно же, здесь может быть любовь, влюбленность, роман. Кто-то встретит нового человека, с которым действительно завяжутся какие-то такие хорошие отношения. Это может и страсть карта показывать, может быть щедрое сердце, да, какие-то приобретения или, может быть, подарки какие-то от тех людей, которые нас любят. А также очень часто эта карта еще показывает и когда мы, знаете, служим другим людям, да, то есть, допустим, человек в нас нуждается, не может сам о себе как-то позаботиться, и мы вот даже отказываясь от чего-то, что нам хочется, мы ради него вот здесь поступаем таким образом, да, вот заботимся, все делаем так, чтобы этому человеку жилось легче, приятнее, лучше. Что будет помогать? Крест. То есть, когда мы действительно делаем выбор в пользу любви, в пользу наших близких, в пользу заботы, и когда ставим крест на эгоизме. Вообще у нас карта креста, она кармическая, то есть, когда мы учитываем обстоятельства, когда мы не идем против судьбы, когда мы не стараемся, знаете, как-то жизнь свою менять за счет близких, то есть, ну как бы это правильно выразиться, когда мы не себя ставим на первое место, да, а своих близких, свою семью, своих друзей. То есть вот тот день, когда о себе лучше не думать. То есть мы подумаем о близких, они подумают о нас. А что будет мешать? Когда мы будем вести себя как ребенок, когда мы будем требовать внимания, когда мы будем там стучать ногой, да, стучать кулаком, в общем, требовать что-то для себя, когда мы ведем себя так, как люди, которые не умеют еще пока что любить, да. То есть карта говорит о том, что все-таки сегодня день такой, когда об этом нужно задуматься. Ну и также ребенок может говорить о том, что, может быть, нам не стоит начинать новые отношения, может быть, у нас еще все очень даже может получиться с нашими партнерами, с нашей семьей. Может быть, как раз вот будет хотеться как-то отношения прекратить, да. А вот карта ребенка говорит о том, что новые отношения лучше пока отложить. Нужно все сделать для того, чтобы сохранить те отношения, которые уже есть. Давайте посмотрим, что же нам конкретно про отношения скажет колода Ленорман. А для тех, кто в поиске партнера, карта письмо. То есть здесь вы можете познакомиться именно с помощью письма, да, то есть вы в интернете, допустим, в каких-то группах, или, может быть, кто-то из друзей вас знакомит со своими друзьями, приятелями, да, то есть вот именно через письмо вы здесь можете познакомиться, через тексты какие-то, да, через смс-сообщения. Теперь для тех, кто в паре уже, карта коса выпадает. Опять же, ситуация сложная, да, хочется колкости говорить, хочется критиковать, хочется на своем настоять, хочется для себя получить. Это как негатив, да. И если мы здесь делаем правильный выбор, то тогда вот день может пройти очень даже хорошо. То есть самое главное — начать заботиться о другом человеке. И тогда он как бы в ответ начинает заботиться о нас, и отношения будут выравниваться. Если же была ссора, то можно помириться сегодня как раз.
Вот, но очень легко сегодня вступить в конфликт. Может быть, даже многие люди просто устали, да, может быть, требуется какое-то время побыть в одиночестве, а приходится быть все время на глазах друг у друга, да, и может быть какой-то такой срыв. Но все-таки нужно быть осторожнее, и здесь все получится тогда. Для тех, кто в ссоре. Карта Лилия, но это карта мира, можно помириться очень даже легко. Для тех, кто работа, для тех, кто в поиске работы, карта Башня. Но может говорить о том, что сегодня будут ограничения, ну просто выходной день, да, не день для того, чтобы искать работу. Может быть, нужно побыть дома, отдохнуть, может быть, подумать о своих целях, планах, о своем профессионализме, может быть, поучиться, как-то подняться в своем деле, улучшить как-то знания, опыт и так далее. Для тех, кто работает. Карта Солнца выпадает. Здесь может быть просто выходной, да, может быть рекомендация взять вам выходной, даже если вы работаете. А если не получится, то тогда может быть частично хотя бы день, частично работа, частично выходной. Да. По Солнцу обычно у нас праздник, отдых, отпуск. Ну или это просто завершение проекта, какое-то достижение, нас замечают, все хорошо получается, мы любим то, что делаем. Это карта хобби очень часто, да, то есть наша работа как хобби, оно нас радует и дает нам силы. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта мужчины выпадает. Мужчина на вершине горы. Скорее всего, этот день нужно посвятить обдумыванию целей, туда ли я иду, того ли я хочу, с тем ли я иду, да, те ли люди мои партнеры и так далее. То есть как-то определиться с целями и посмотреть на все на это сверху, да, то есть уйти желательно сегодня в такой анализ своего бизнеса, ситуации. Ну, либо ваши дела будут вестись с мужчинами, может быть, новый какой-то клиент важный появляется. Финансы. Для тех, кто на зарплате. Карта букет. В финансах, может быть, денежки тратятся на какие-то праздники, на торжества, на красоту, на уют. Или, может быть, здесь подарки. А также вот карта это очень часто показывает нам улучшение в финансах, начало светлой полосы в финансах, решение проблем каких-то затянувшихся. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта облака. Снова здесь может быть конфликт по поводу денег, может быть конфликт интересов. Ну, допустим, клиент и мы сами, да, или, может быть, те люди, которые у нас работают, и клиенты, или еще что-то такое, да. Может быть, здесь, кстати, и обман по этой карте на деньги, да, то есть будьте осторожны. Или, может быть, ситуация неясная с деньгами, и пока она не прояснится, не стоит ничего предпринимать, например, вкладывать куда-то деньги. Кстати, по этой карте очень часто идут деньги на дополнительное образование, на обучение. Здоровье. А в здоровье плеть выпадает. Вот мы можем сегодня злоупотреблять едой, напитками, слишком много, ну, допустим, смотреть фильмов, там, не спать ночью и так далее, да, то есть, а потом это все может плохо для нас заканчиваться. То есть, когда мы используем свой организм по максимуму, не даем ему набраться энергии, и потом он у нас страдает. Также эта карта может говорить о том, что из-за разных споров, конфликтов мы теряем силы. Может быть, зависимость у нас есть от чего-то. Это тоже вредит нашему здоровью. Посмотрим, чем закончится сегодняшний день. Карта звезды. Это может быть прогулка замечательная, да, это может быть время, когда мы с семьей на природе, допустим, дышим свежим воздухом в конце дня. Это карта исполнения какого-то желания, какой-то мечты. Это карта будущего, когда будущее пришло к нам, да, то есть сегодня день действительно кармический, он может нам что-то новое дать, то, что мы заслужили. И вообще, карта звезды это всегда, знаете, какое-то такое немножко романтическое настроение, да, состояние, когда на душе тепло, хорошо и есть надежда на что-то лучшее.
на то, что в жизни обязательно все переменится к лучшему. Также это карта нового поворота в жизни, да, то есть, может быть, действительно сегодня происходят такие события, которые для нас новые, и этот день, он действительно поворотный. Друзья, желаю всем всего самого лучшего, пусть сбывается только самое хорошее. Всего вам доброго, до новых встреч!